Я продолжаю писать вторую часть на 13 мая. Мы здесь с вами смотрим следующие 6 знаков зодиака от весов до рыбок. Если вам нужна первая часть, где первые 6 знаков, у меня под этим видео есть ссылочка на первую часть. Также вы можете на канале найти первую часть или же оставить мне запрос в комментарии. Я вам тогда дам эту ссылочку, ну, если вы ее не найдете. Смотрим весы, 13 мая. Сразу же первое, что у вас выпадает, радость. Хорошее настроение будет у вас в пятницу. Может быть какое-то событие в доме. Якорь нельзя. Неприятность также может произойти. Но рядом выпадает радость. Да? Либо сильно вас не огорчит эта неприятность, либо как вариант, может быть, из-за того, что вы будете в каком-то слишком приподнятом настроении, вы можете сделать, да, какую-то ошибку, что-то вот где-то не досмотреть, из-за этого произойдет неприятность, это такая подсказка. Обман. Вот опять же обман, да, то есть какая неприятность? Это может быть обман. На событии кто-то вам там что-то расскажет. Может быть победа еще у вас в этот день. Победа, выигрыш. Исполнение желания. Посещение какого-то госучреждения. Да, вот выигрыш, победа в госучреждении рядом выпадают. И тут же рыба, точно, обман точно будет, смотрите. Тут у вас непонятно. То ли, ну, наверное, не победа. Наверное, все-таки обман будет в госучреждении, а победа где-то в другом месте. Потому что победа лежит дальше, чем рыба. Сейчас я еще посмотрю периметр. Корона нельзя. Больше не вижу. Значит, что у вас получается? У вас точно с утра будет хорошее настроение, у вас будет какое-то событие и будет исполнение желания, да, это из хорошего, скажем так, из хорошего. Затем, смотрите, что может быть. У вас может быть посещение какого-то госучреждения в этот день, в пятницу, и в этом госучреждении будет скользкое дело, будет какое-то предложение, да, то есть, например, для победы скажут там вот, да, вот есть для вас, да, какой-то хороший вариант, вот сделать вот так, да, и вы получите результат. Но это какая-то хитрость, это обман, вас обманывают, да, то есть вас, получается, вам что-то предлагают, ну, сделать незаконно, возможно, да, то есть обойти закон. И это как-то, это, ну, обман. Вы все равно эту победу не получите, только сделаете себе еще хуже. Поэтому вот будьте осторожны. Именно в каком-то госучреждении будет вот этот обман. Две карты, указывающие на то, что вас будут обманывать. И, возможно, да, вот карта неприятности как раз показывает, что потом вам это неприятности принесет. Понимаете? А победа может подсказывать то, что кто-то из вас, да, вычислит, скажем так, этот обман, не согласится, и для вас это будет победой в этот день. Поэтому весы. Для вас, вот видите, такие события выпали с предупреждением, что вас могут очень серьезно в этот день, как рыбку, да, вот поймать на крючок. Будьте начеку. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к скорпионам. Так, смотрим, скорпиончики. Скорпионы, 13 мая.
Пятница. События дня. Первое, что вижу, череп, это либо плохое самочувствие, либо посещение медучреждения, то есть когда мы занимаемся своим здоровьем. Деловые отношения, встреча какая-то деловая, общение, вернее, даже тут может быть не встреча, а просто общение. Ключ нельзя. Свидание. Цыпленок показывает семейную жизнь детей, да, то есть какое-то событие, связанное с ребенком, может быть, всей семьей, да, где-то отдыхаете, где-то гуляете, проводите время. Застолье нельзя, есть еще ссора небольшая, метла. Или еще метла — это наведение порядков, часто проигрывается. Так, еще есть конфликт. Смотрите, ссора, которая может перерасти в серьезный конфликт. Поэтому тут вот надо будет себя держать в руках. Угу. Больше не вижу совпадений. Получается, у вас тема здоровья, медицины, да, с утра будет. Затем идет, с кем-то будет какое-то деловое общение. Вечером выпадает семейная жизнь, свидание, то есть у кого пара, да, кто находится в паре, идут на свидание, да, то есть время пройдет, у кого уже семья, показывает семейная карта, то есть, но однозначно вы проводите время с близкими людьми. И тут же выпадает ссора, конфликт, да, то есть в этой компании, скажем так, вдвоем или всей семьей вы можете, да, разругаться, да, вот прям очень серьезно по мечам. Поэтому, если вы видите, да, что уже назревает по метле, да, какой-то конфликт, лучше как-то вот загладить, да, потому что тут можно прям серьезно поругаться. Вот такая информация. Пятница 13, да, то есть не забываем в этот день. Все особо будут агрессивные. Хорошо, все вас предупредила. Перехожу дальше к стрельцам. Смотрим события для стрельцов. Стрельцы, 13 мая. Пятница. Верность у вас выпадает, первое событие. Гармоничные отношения в паре. Может быть, какое-то событие в паре. Успех. Откроется какая-то информация для вас, какая-то тайна откроется. Или еще замок — это что-то закрыто. Да, то есть какая-то преграда, препятствие.
общение с другом, подружкой. Завистник в окружении. Причем интересно, сразу же за другом идет, да, злой язык, завистник. Возможно, человек, с которым вы будете встречаться, друг, он вам завидует. Ну, друг, подружка, не знаю, кто у вас там. Деловое общение. Угу. Периметра не вижу. Ни вертикали, ни горизонтали я не увидела совпадений. Значит, у вас получается все хорошо в личной жизни. У вас будет деловое общение. Возможно, на этом общении, да, то есть в этом общении откроется, да, вот какая-то тайна, секрет, какая-то информация. А затем будет общение с другом. В этот день, возможно, это друг, не знаю, это друг завидует, либо кроме друга будет еще, да, какой-то человек в этот день, встреча с человеком, который вам завидует. И злые языки часто показывают, кто-то вас жалит, кусает, да, то есть что-то как-то вот неприятное, либо скажет, подколет, да, то есть вот может быть встреча с таким неприятным человеком. Ну и успех, да, то есть тут также есть еще и успех. В общем, вот такой у вас день. Стрельцы. Благодарю за внимание. Перехожу дальше к козерожкам. Так, козероги. Козероги, 13 мая. Угу. Смотрите, победа у вас увидела. Первое событие будет победа какая-то, выигрыш. Угу. Событие. Чувство, что что-то тут есть. События есть. События в доме, то есть это либо у вас дома, либо где-то вот у кого-то из членов семьи, родни, может быть, событие какое-то. Обман. Удача. Письмо нельзя. Так, ключик есть у вас здесь. Ключик показывает, что все в ваших руках. Но здесь еще был один вариант. Это кораблик, видите, ожидание. Но я увидела первый ключ, да, когда я беру эту карточку. Если вы видите первое ожидание, значит у вас будет ожидание. Я увидела ключ. Ключ показывает, что все у вас будет получаться, удаваться, все будет хорошо. Да, то есть поэтому и победа выпадает. Потому что когда выпадает ключ, это всегда говорит, что мы в этот день, да, будем на коне. Хорошие новости. Также
Ну, больше не вижу. Значит, смотрите, получается точно какая-то победа, выигрыш, да, и ключ подтверждает, говорит, точно будет. Опять же, почему? Возможно, удача, везение, как-то вот все для вас будет удачно складываться, да, то есть все преграды будут убраны, да, ключ откроет для вас все двери. У вас будет событие, у вас будут отличные новости, и единственный минус — это может быть обман в этот день. Ну, это не всегда, да, то есть что-то серьезное, это может быть даже и какая-то мелочь. Ну, на всякий случай будьте внимательны, осторожны, все перепроверяйте, да, возможно, удастся избежать какого-то обмана. Ну, часто, да, вот нас обманут, мы об этом, в принципе, даже и не знаем. Благодарю за внимание, козерожки. Перехожу к водолеям. Так, водолеи. Тринадцатое мая. Пятница. События для водолеев. Покажите мне, пожалуйста. Так, первое, что я у вас вижу, это череп. Череп всегда показывает наше состояние здоровья. То есть, когда мы себя неважно чувствуем, когда у нас что-то болит, либо когда мы занимаемся своим здоровьем, да, то есть идем там в поликлинику, в больницу. Поэтому тут вот тема здоровья для вас будет в пятницу важная. Гости. Семейная жизнь, цыпленок — это дети. Не знаю, может быть, с детьми надо в поликлинику, да, там, не знаю, в больницу. Да, то есть, может быть, показывают не ваше здоровье, да, а вот кого-то из детей. И тут же выпадает бумага, справка, да, какой-то документ. Может быть, просто нужно взять какую-то бумажку. Подарок. Ну, подарок может показывать, да, когда мы покупаем какой-то презент, например. Это тоже как подарочек считается. Якорь. Якорь показывает, что, скорее всего, в гостях вы заякоритесь, то есть вы проведете много времени. Якорь — это когда вот мы долго где-то сидим на одном месте. Или что-то заканчиваем, доделываем, да, допустим, например, если мы долго собирали там какие-то справки, бумажки, да, то есть подготавливали, да, что-то, и вот, например, вы получаете этот документ, да, и наконец-то вот вы думаете, фу, слава богу, да, уже все, поставила точку. Вот может еще так проиграться рядом с письмом. Больше не вижу совпадений. Значит так, начинаем. Первое, что было, тема здоровья, медицины. Первое, да, событие. Второе, дети, тема детей. Получение какого-то документа, подарок, гости и якорь. Два варианта. Либо вы что-то доделываете, либо вы где-то проводите много времени. Но я думаю, что якорь, скорее всего, да, вот. Хотя в вашем случае тут может быть, да, один вариант и второй. Не знаю, у кого как. У каждого по-своему проиграется. Так что вот такие события у вас, водолеи. Благодарю за внимание. Перехожу к рыбкам. Так, рыбки, смотрим.
13 мая, пятница. События дня. События дня. Цыпленок. Дети. Дети, семейная жизнь. Какое-то событие будет связано с ребенком. Может быть, не ваш ребенок. Встреча деловая. Слезы. Гости. Ссора. Вот, может быть, чего слезы, да, то есть из-за ссоры какой-то. Я все не могла понять, что тут непонятно. Вроде бы все события нормальные, откуда слезы? Якорь нельзя. Еще у вас есть скользкое дело. Тоже вот из-за этого, кстати, может быть ссора. Скользкое дело – это какое-то предложение, да, заманчивое предложение, когда вас пытаются как рыбку, да, вот поймать на крючок. Что-то предлагают, заманивают, вы соглашаетесь, да, и потом расстраиваетесь, потому что скользкая рыба – это всегда обман. Ну и, возможно, вот ссора, да, то есть из-за того, что вас кто-то обманул, вы будете потом ругаться. Потому что все равно это рано или поздно открывается, да, то есть вот этот обман, он открывается. Вы понимаете, что вас обманули. Ну, да, вот и тут кто-то будет ругаться, а кто-то плакать. Угу. Смотрите, еще до гостей, да, до гостей была книга, да, вот я не заметила, то есть я увидела гости. Если вы увидели книгу первую, тогда у вас проиграется посещение госучреждения, да, а гости не проиграются. То есть кто-то пойдет в гости, а кто-то в госучреждение в этот день. Выбор. Стоите перед выбором, идти, не идти, как вариант. Нерешенное дело нельзя. Получается, у вас будет какое-то событие, связанное с детьми. В этот день у вас будет деловая встреча. Будет какое-то предложение, слезы, ссора. Скорее всего, это вот одно событие может быть. Гости и выбор. Перед вами стоит выбор в этот день. Вот такие события, рыбки. Благодарю вас за внимание. Будьте осторожны, да, вот с предложениями, с тем, что вам будут предлагать в этот день. Лучше перепроверяйте, уточняйте, переспрашивайте, потому что здесь вот будет обман, потом только расстроитесь. Да, домой придете и поймете, что вас обманули. Благодарю за внимание. Жду вас на своих новых видео.